До закрытия зимников остаются считанные дни. Так, одно из основных направлений Усть-Кутский зимник будет официально закрыт уже завтра. Поэтому ленские автомобилисты торопятся выполнить объемы перевозок. Ускоряются транспортные работы и на других маршрутах. Каких именно, расскажет Сергей Евсюков. На данный момент автоперевозки по зимникам идут в соответствии с графиком. Единственное исключение – ускорение транспортных работ на отдельных направлениях. И прежде всего на тысячном, самом протяженном, связанном с Иркутской областью, Усть-Кутском направлении. Эту дорогу в связи с ранними оттепелями рекомендуют закрыть 1 апреля. В связи с этим мы готовим и транспорт под грузы для того, чтобы 30 марта уже по Усть-Кутскому направлению всем машинам выйти, чтобы там никого не осталось. Ускорение работ планируется на другом топливном маршруте Нюрба-Накын. Путь здесь хоть и не такой большой, всего около 300 километров, но остаток налива на Нюрбинской нефтебазе еще существенный, свыше 4000 тонн. Поэтому приходится торопиться. Планируем до конца марта мы эти перевозки закончить. Ну, может, немножко апреля мы там захватим. Вообще планировалось до 10 апреля, но в связи тоже с оттепелью приняли решение до конца марта эти работы выполнить. А вот на маршруте Ленск-Накын ленские автобазы планируют работать практически целый месяц. Для выполнения плановых объемов сюда как раз и будет переброшен транспорт соседнего Нюрбинского зимника. Идем в плане, небольшое отставание у нас там по дистопливу прошло. Сейчас будем переключаться именно на это направление. То есть закончим с Нюрбой и перейдем на направление именно Ленск-Накын. Что же касается объемов круглогодички, то здесь сенсаций не будет. Все перевозки по планам. Начало года у нас довольно-таки насыщенное. Январь месяц. Немножко у нас там прошло именно за январь месяц невыполнения. Февраль мы практически все нагнали, но я думаю, март будем в плане с небольшим перевыполнением. Но приоритетной программой минимум, как мы уже говорили, естественно, остаются зимники. И сейчас все силы Алмаздортранс брошены на решение именно этих задач. А ответы на них надо получить в течение ближайшего времени, так как погода регулярно вносит свои переменные.